В малочисленном и одном из самых отдаленных сельских поселений региона открыт один избирательный участок. Он располагается на базе местной школы. Те, кто не успел проголосовать в первые 2 дня, спешат проявить свой гражданский долг сегодня. Они понимают, их голос важен, и от него будет исходить исход, кто возглавит страну на ближайшие 6 лет. Ну, конечно, не прийти не могла. Это значимое событие, главное событие, я считаю, этого года. Проголосовав, избиратели поздравляют друг друга с выборами и желают яркого будущего для своей страны. Эти дни для них особенные. Они вместе решают, по какому направлению пойдет развитие страны в ближайшие годы. Выбор стал за стабильность и за победу. Мы знаем, о чем мы говорим, поэтому во всех отношениях надо идти вперед. Уже путь начался, просто этот путь надо заканчивать. Всего в Вознесенском 1670 зарегистрированных избирателей. За 2 дня выборов свой голос отдали больше половины избирателей. И сейчас активность не снижается. Люди приходят на избирательный участок и продолжают выбирать. Люди прибывают, заинтересованы в активном исполнении своей гражданской позиции. Ну и, следовательно, видно из этого, что людям не безразлична судьба нашей страны. На какую явку вы? Мы рассчитываем на явку, исходя из данных прошлых выборов, минимум на 90%. А вот в Малгобеке 27 136 зарегистрированных избирателей. Для них открыт 21 избирательный участок по всему городу. Люди на некоторых стоят в очереди, как, например, на 418-м. Здесь зарегистрировано 1256 избирателей. 850 из них уже отдали свои голоса за выбранного кандидата. Не пропустили такое важное событие и турки-месхетинцы. Они, как граждане России, тоже воспользовались своим гражданским правом. Я всех поздравляю с выбором правильным. Я считаю, кандидат, который российский народ избирать будет, это достойный кандидат гражданам Российской Федерации. Поздравляю всех граждан Российской Федерации выборами и своим избранным президентом Российской Федерации. За прозрачностью выборов следят наблюдатели из Общественной палаты. Именно так, через свободные и открытые выборы, реализуется демократический принцип устройства власти и государства. Как заявляют сами наблюдатели, нарушений на участке пока не зарегистрировано. По прошествии 3 дней активность была очень высокая, активность голосования. И нарушений, как таковых замечаний, нарушений не было на избирательном участке. И так как осталось еще несколько часов до закрытия, прогнозы у нас такие, что активность будет продолжаться и где-то 90% уже проголосовавших уже точно будет. А для тех, кто не мог подойти на УИК по состоянию здоровья, избирательная комиссия организовала мобильную группу в сопровождении членов комиссии, наблюдателей и правоохранителей. Их встречает Ашат Гациева. Мы приехали к вам, чтобы вы проголосовали. Ашат живет одна, родственников у нее нет. Пожилая женщина не видит и состоит на учете в отделе соцзащиты. Делится, что пришла бы сама, но состояние здоровья не позволяет. И возможности проголосовать дома очень рада. С кандидатом определилась еще месяц назад. По направлению президента я бы хотела, чтобы больше внимания обратил для инвалидов, незрячих. Ну, инвалидов много, очень в мире много, но зрячие люди очень беспомощны. В каждом регионе должен быть для незрячего какое-то условие. По следующему адресу живет 85-летняя Лемка Мужихоева. С кандидатом также определилась, ждет от него больших перемен. В Малгобеке и Малгобекском районе с такой активностью рассчитывают на явку не менее 85%. Насколько оправдались ожидания, станет известно уже после закрытия УИКов. Марина Катиева, Адам Гулоев, Али Зязиков, Магас 24.